Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшипшара, и я ее ведущий Нарсол Абухба. Я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях в стране и коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Никто не забыт. 4 выходца из Абхазии, погибшие в ходе СВО на Украине, награждены Георгиевскими крестами ДНР посмертно. Танец, достойный королей. На свадьбе принца Иордании ансамбль народного черкесского танца исполнил абхазский танец. 4 выходца из Абхазии, погибшие в ходе специальной военной операции на Украине, награждены Георгиевскими крестами ДНР посмертно. Церемония награждения прошла в Музее боевой славы имени Ардзенба в Сухуми. Также наград удостоились ветераны Отечественной войны народа Абхазии, волонтеры, оказывающие помощь Донбассу как на территории нашей страны, так и за ее пределами. Мероприятие было организовано штабом поддержки Донбасса и приурочено ко Дню России. Все детали у Сарии Кварасхелия. В честь Дня России штаб провел памятное мероприятие в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба. 4 выходца из Абхазии, погибшие в ходе специальной военной операции на Украине, награждены Георгиевскими крестами первой степени посмертно. Неважно, воевали ребята в ЧВК «Вагнер» или воевали в интербригаде «Пятнашка» и в российской армии. Все воевали за то, чтобы остановить это зло. И погибли, останавливая зло. Оно началось не вчера, оно началось в 90-е годы. Серебряные кресты с позолотой вручили семьям Олега Бебия, Даура Чхония, Романа Джения и Василия Пустоселова. Родина Абхазии, она также участвует в этой защите, потому что мы вместе останавливали агрессора со стороны Грузии, со стороны Европы. Это общий наш, не только долг, это наша обязанность прямая, защищать свой дом и отдавать свои жизни. Кроме того, Георгиевскими крестами второй степени наградили 34 ветерана Отечественной войны народа Абхазии. Также руководитель Единого общественного штаба поддержки Донбасса и Республики Вадим Мироненко 3 активистам, которые оказывают помощь штабу, вручил золотые звезды героев волонтерского и общественного труда. Это уникальный знак, который вручают особо отличившимся, готовым в любой момент прийти на помощь по зову сердца. Я лично и сам как гражданин и как руководитель организации Русской общины Абхазии, мы присоединились в 2018 году к деятельности данного штаба. То есть просто так сложилось, что я в разное время работал и в торговом представительстве России в Абхазии, и с торгово-промышленной палатой Абхазии, да, был хорошо связан. Поэтому есть, получается, у меня сложились хорошие деловые отношения с нашим бизнесом в Абхазии. Вот, поэтому я в основном сосредоточен на работе с нашими предпринимателями, которые оказывают определенную помощь нашему штабу. Это либо финансовая помощь для того, чтобы отправить груз, то есть это транспортные расходы, кто-то передает какие-то средства там купить нужные и так далее, да, то есть то, что нуждается там. Вот. Работа штаба у нас системно ведется, то есть мы постоянно отслеживаем, что, во-первых, там происходит, на Украине, в России. Вот. Смотрим, как говорится, кругозор у нас хороший. И, во-первых, хотел бы всех поблагодарить, кто помогает штабу, вот. В том числе и абхазское телевидение, которое нам информационно хорошо помогает. Вот. Хотел бы всех поздравить с Днем России сегодня, пожелать всем крепкого здоровья нашим гражданам. Вы, как знаете, очень у нас большую часть населения имеет российское гражданство, соответственно, и все вот это связано, взаимосвязано у нас. Но, конечно, говорить о том, что там впереди как-то быстро все закончится, это, наверное, вряд ли. Поэтому здесь мы, как гражданское общество, должны быть более сплоченными, более объединенными перед вот этими угрозами, которые стоят. И вот эта взаимовыручка на обычном таком личном уровне, она должна у нас только увеличиваться. Волонтерскую поддержку штабу оказывает и сообщество водителей трансфера Республики Абхазия. Организация существует уже 4 года, а формировалась она из водителей ветеранов спецподразделений и силовых структур, которые сейчас находятся в системе такси и трансфера. За короткое время они провели и организовали множество благотворительных акций, систематически оказывая гуманитарную помощь. Это помощь ветеранам
помощь, сейчас у нас идет сбор, помощь детям. Также мы собирали на Донбасс помощь. Штаб Донбасс постоянно находится с нами на связи, и та помощь, которая нужна от нас в транспорте, в перевозке гуманитарного груза, мы им оказываем. Кроме этого, еще сбор на лечение, на передвижение. По возможности нашими силами осуществляются благие дела. Помимо штаба, еще по республике. В том году мы осуществили акцию «Помощь ветеранам», собрали 710 тысяч, по районам адресно раздали инвалидам войны по 10 тысяч и по 5 тысяч. За участие в благом деле Вадим Мироненко и Михаил Хашба были удостоены грамоты от Абхазской православной церкви. Сария Кварцхеля, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Аслан Бжаня поздравил Владимира Путина с Днем России. Славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма. Россия явила миру множество величайших ученых, деятелей искусства, спортсменов, писателей и поэтов. Первой освоила космос. Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве, говорится в поздравлении. Аслан Бжаня выразил надежду, что они впредь будут развиваться в наилучшем духе союзничества. С Днем России председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина поздравил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Государственный праздник День России является символом величия многонационального российского государства. Его многовековой истории объединяет многие поколения россиян, преданных своему отечеству и богатейшему духовно-культурному наследию, говорится в поздравлении. Абхазо-российские союзнические отношения имеют для нас жизненно важное значение. Как и прежде, мы исходим из необходимости неукоснительного следования всеобъемлющим двусторонним соглашениям, подчеркнул Александр Анкваб. Премьер-министр также поздравил с Днем России чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина. Спикер парламента Лаша Ашуба направил поздравления руководителям палат Федерального собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину по случаю празднования Дня России. Своему коллеге, министру иностранных дел Сергею Лаврову, послал поздравления и министр иностранных дел Абхазии Инал Арзенба. Вечером по случаю Дня России в российском посольстве был дан торжественный прием. В мероприятии приняли участие президент Аслан Бжаня, премьер-министр Александр Анкваб, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты и общественность. Мы рады приветствовать вас в посольстве России в Абхазии по случаю государственного праздника Дня Российской Федерации. Это наш общий праздник. Для многих из вас Россия такая же родная страна, как и Абхазия. Признание 26 августа 2008 года суверенитета и независимости республики стало отправной точкой нынешнего этапа активного взаимодействия наших государств и наших братских народов. Сегодня Россия надежно гарантирует безопасность Абхазии, оказывает ей содействие в социально-экономической, культурно-гуманитарной сферах, в продвижении и укреплении международных позиций и в деле обеспечения региональной безопасности. Создана прочная договорно-правовая база двустороннего сотрудничества, которая насчитывает более сотни документов. Важным цементирующим фактором является общность взглядов на современное мироустройство. Абхазия еще в феврале прошлого года признала суверенитет и независимость Луганской и Донецкой народных республик, а затем их вхождение наряду с Запорожской и Херсонскими областями в состав Федерации. Абхазские добровольцы, начиная с 2014 года, плечом к плечу с россиянами, доблестно сражаются с украинскими нацистами. Они сегодня активно участвуют в специальной военной операции. Уважаемый Михаил Александрович, уважаемые сотрудники посольства России в Абхазии, позвольте от всей души поздравить вас с Днем России. Это праздник единства и сплочения всех граждан великого российского государства. Высокая культура, разнообразие традиций и многовековая история дают полное право ее многонациональному народу гордиться своей родиной. У Абхазии и России с давних пор сложились особые отношения. Большинство граждан Абхазии также являются и гражданами России. Это является свидетельством выбора
нашего народа, народа Абхазии, руководству республики. И я лично благодарна вам за вашу работу и вклад в укрепление нашей дружбы и добрососедства. Пользуясь возможностью в этот праздничный день, желаю вам и жителям России мира и процветания. В начале июня в Иордании состоялась свадьба кронпринца Хусейна бин Абдаллы и Раджвы Аль-Саиф. На торжестве по случаю их бракосочетания ансамбль народного черкесского танца «Нади Ахли» исполнил абхазский танец. Торжество прошло во дворце Захран в Аммане. На банкете в честь свадьбы присутствовало больше 1700 гостей. Среди них были король и королева Нидерландов, почетный король Испании Хуан Карлос I и королева София, а также принц и принцесса Уэльские Уильям и Кейт и другие высокопоставленные гости. Об ансамбле «Нади Ахли» и его руководителе немного об истории в материале Google Севардания. Абхазские мотивы звучат со сцены Королевского дворца в Аммане. Абхазский свадебный, убыхский и черкесский а-ля Париса на свадьбе наследного принца Иордании Хусейна ибн Абдаллы. Событие для всего черкесского мира большое, а для самих королевских особ и простых иорданцев это просто дань уважения и почет всем тем, кто проживает в их стране и называет себя черкесом. На сцене артисты клубного ансамбля черкесского фольклора «Аль-Джил Аль-Джадид», который существует в Иордании уже много лет. Ансамбль является одним из самых известных в стране. Со дня его основания ни одно торжественное мероприятие не проходит без выступления знаменитого коллектива. В 2023 году постановщиком танца на королевской свадьбе стал наш соотечественник Шамиль Трабш, предкам которого пришлось покинуть историческую родину много лет назад. Сам Шамиль живет в Турции с семьей, однако по приглашению друга временно работает хореографом в Иордании. Сейчас учит абхазский язык и сожалеет, что не владеет им в полной мере. Нам удалось связаться с Шамилем по телефону. Иҳаҩсыз ашықәс абри аамҭазы Иорданиатәи аклуб Аль-Џил Аль-Џадид аҟынтәи сҩыза Аҭел дысзасит. Уи ари аклуб аҟны акыраамҭа хореографс аус иуан. Аклуб ханижәашықәса ахыҵра аҳаҭыразы аамҭа кьаҿк иалагӡаны акәашаратә шоу еиҿыскаарц аҳәара ҟаиҵеит. Сара сақәшаҳаҭхеит, избанзар ҳааԥхьара ҿыцқәа бзиа избоит. Ҳара иҳалҳаршеит лыҵшәа бзиала Иорданиа ҭырқәтәылеи ақәгылара. Уажәы сара аамҭала Иордания сыҟоуп. Ансамбль аҟны акәашара ҿыцқәа рықәыргылара снапалакуп. Хореограф рассказал, что ему доводилось ставить танцы на многих мировых площадках. Также он танцевал в творческом коллективе «Редада» в Турции и работал с нынешним руководителем государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии Валерием Тане. В Абхазию из-за плотного рабочего графика удается приезжать нечасто. В скором времени Шамиль надеется еще раз посетить историческую родину. Шамиль рассказал, что в Иордании чувствует себя как дома. Сара клуб аҟны сынхоит уҳәар ҳауеит, убасҟак ҳус ԥсараҳкуеит. Сара бзиа избоит аус зцызуа ауаа, насгьы аҩны сыҟоушәа исыԥхьаӡоит. Аҭыԥантәи уааԥсырагьы ачеркесқәа ҳзын иаартуп. Ргәы ҳзыразуп, ҳкультура еиԥшымзаргьы. Эти кадры облетели весь мир. Свадьба наследного принца собрала множество именитых гостей, а у входа их встречает черкесская королевская охрана. Ведь черкесы когда-то поклялись первому королю Иордании в верности, и это обещание ни разу не нарушили. В свою очередь, правящая королевская династия относится с большим доверием к своей охране. Созданная еще при эмире Абдалле I, королевская гвардия стояла у истоков иорданской государственности. Менялись монархии, а гвардия оставалась, неся почетную и трудную службу.
Общеизвестный факт, что после Кавказской войны черкесы рассыпаны по всему миру. Они проживают в Турции, Сирии, Египте, Ираке, Ливии и других странах. В Иордании одна из самых больших диаспор. Здесь черкесы появились после 1864 года и считали необходимым защищать ту страну, в которой живут, и монарха Абдаллу ибн Хусейна. Войдя в штаб мобильного полицейского отряда, не раз спасали ему жизнь. Наличие Королевской черкесской гвардии во дворце в настоящий момент говорит исключительно об уважении королевского двора к черкесам. Нынешний король Абдалла II в дань памяти отцу и его отношения к черкесам решил сохранить черкесскую гвардию во дворце. Иордания – одна из тех стран, которая оказала гуманитарную поддержку Абхазии во время грузино-абхазской войны. 5 января 1993 года в аэропорту города Нальчика произвел посадку грузовой самолет ВВС Иордании. Борт доставил 17 тонн гуманитарного груза, медикаменты, детское питание, одеяло. Слово члену пленума Фонда культуры КБР Александру Тухужеву. Зарубежная диаспора тоже отреагировала своеобразно. Они, конечно, могут сделать многое, учитывая то, что они владеют там, значит, определенным капиталом и влиянием в государстве, в государствах, в которых они живут, особенно в Иордании. Ну, Иордания откликнулась, она прислала самолет с гуманитарной помощью. Значит, они буквально месяц назад, мы с тобой, Ира, давали интервью им, они обещали и говорили, мы чем можем, мы еще поможем, мы должны собрать то. Перечисляли много вещей. Даже представитель по гуманитарным делам Иордании, принца Хасана, нам с тобой сказал, что по возвращению я проведу большую работу и по возможности все сделаем, чтобы помочь Абхазии. Там в народе проблему Абхазии знают, как дает массовая информация. Но, несмотря на это, доходят туда и реальные вещи, которые здесь вот происходят. Там факты насилия, убийства, страшных преступлений. За рубежом сейчас медленно, но уже просыпается такая сила, которая среди наших соотечественников, которые реагируют на это очень серьезно. У меня есть друзья в Иордании, которые говорили однозначно, что нам делать, чтобы чем-то помочь. Я сказал, что единственное, что можно делать, конечно, гуманитарная помощь, финансовая помощь. Примером является, вот, пожалуйста, Фарид. Вот в плену были, его обменяли, сириец парень, очень грамотный, умный. И душа у него чиста, и он все помыслы и все свои силы отдает, чтобы свобода была, чтобы вернуть свободу Абхазии. Также с Иордании есть Халдун, фамилию сейчас не помню. С первых дней когда кабардинцы первая группа ехала, он единственный иностранец среди нас приехал сюда. И до сегодняшнего дня здесь. Я считаю, что работу надо проводить здесь. Надо общаться с ними, надо к ним ездить, надо посылать к ним видеоматериалы, надо уметь, значит, находить какие-то контакты, чтобы они имели четкую информацию о тех трагедиях, которые здесь происходят. В истории также остались конные переходы черкесов из Кабардино-Балкарии в Иорданию в 1994 году и ответный визит иорданского принца Али бин Аль-Хусейна в 1998. Первый конный переход был организован в честь победы в Отечественной войне народа Абхазии и в честь 130-летия Дня памяти махаджиров. Группа из Кабарды двинулась в Иорданию через Турцию и Сирию по местам жительства черкесской диаспоры. Через 4 года, в 1998-м, принц Иордании Али бин Аль-Хусейн, сводный брат нынешнего короля, совершил ответный поход. 9 сентября 1998 года в столице Иордании Аммане начался конный переход по пути изгнания адыгов с исторической родины, возглавляемый и организованный принцем Али бин Хусейном при содействии Международной черкесской ассоциации. В Иордании, Сирии, Турции всадников сопровождали представители мировой прессы. В результате это событие широко освещалось и вызвало положительный резонанс во всех странах. Я думаю, принц Али задался благородной целью рассказать об адыгах, о проблемах рассеянной по всему миру адыгской нации, всем тем, кто
должен помочь нам осознать свое величие, осознать тоже свои проблемы и приковать внимание вот к этим проблемам. Мать Али бин Аль-Хусейна была черкешенкой по происхождению, красивая и образованная. Она активно занималась благотворительностью, уделяла большое значение вопросам повышения уровня жизни в стране. Народ ее очень любил и называл королевой сердец. 9 февраля 1977 года Алия возвращалась в Оман из очередной рабочей поездки. Посещала больницу в глубинке. Произошла катастрофа. Вертолет разбился. Алие было всего 28 лет. После смерти Алии во дворце хранят память о ней. Среди гостей королевской свадьбы 1 июня можно было заметить членов монаршей семьи в национальных адыгских одеяниях. В Иордании проживают более 100 тысяч человек черкесской диаспоры. Они доподлинно не знают, сколько их в королевстве. Да и говорить об этом не любят. Важно то, что они делают для государства. Нынешний король и королева Иордании уделяют черкесам большое внимание. Гугут Савардания, Абхазское телевидение. Печальная весть. На 48-м году ушел из жизни полковник СГБ Абхазии Надар Чачхиани. Председатели и сотрудники СГБ выражают соболезнования родным и близким по случаю смерти коллеги. С болью восприняли весть о преждевременной кончине Надара Чачхиани. Он был и навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах как честный, смелый, порядочный человек. Настоящий офицер, патриот своей родины, отмечается в соболезновании. Полковник Чачхиани был награжден медалями за безупречную службу 1, 2 и 3 степеней. Государственный комитет по делам молодежи и спорту продлил до 30 июня срок приема заявок на республиканский конкурс среди сельской молодежи Халшара. Участниками конкурса могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие в сельской местности. Максимальная запрашиваемая сумма не должна превышать 200 тысяч рублей. 14 июня в Республиканском центре народного творчества имени Кортова состоится 10-й международный фестиваль авторской песни «Пою тебе, Абхазия». Все участники фестиваля получат дипломы, а особо отличившиеся памятные подарки. Все участники будут приняты в клуб авторской песни, функционирующий при Центре народного творчества. Лучшие исполнители будут рекомендованы к участию в международных конкурсах и фестивалях. В завершение выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, во вторник, 13 июня, на территории Абхазии ближе к вечеру дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-21, днем 23-28 градусов тепла. Температура морской воды плюс 21 градус. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.